Кем вы работаете, чем занимаетесь? Я работаю в университете культуры, работаю, да, лаборантом. Вот, работа, в принципе, меня устраивает, потому что мне надо... Я очень долгое время сидела в декрете, и последние 2 года просто выпала из жизни, реально. Я не знаю, что сейчас в моде, что люди одевают. После рождения ребенка из-за нехватки времени она перестала за собой ухаживать. Я одеваю бутсы или уки, ну такое, что-то такое. Ну, раньше был у меня более такой стиль, ну там джинсы, там какая-то там футболочка, белая майка, forever. Сколько килограмм поправились? Намного. На работе она даже выглядит как старая бабушка. Там без прически, ну там маникюр она съездить еще может сделать, а вот к парикмахеру сходить у нее времени нету. Купить себе там красивое что-то нарядное тоже времени нету. Я решила все взять в свои руки и обратиться за помощью к вам. Ну, вы мне нравитесь, что вы скажете? Мне тоже нравится. Мне нравится здесь цвет однозначно, потому что весь комплект в одной цветовой гамме. Это, с одной стороны, вас странит, но из-за фактуры этой туники, да, туника из трикотажа, она не собирает вас. Да? Мы не добились здесь эффекта стройности в этом комплекте, но выглядит очень благородно. Я думаю, что для финала я предложу вам немножко другой вариант. Возможно, в этом же цвете. Амед, сегодня у тебя непростая задача, потому что, насколько я знаю, Эльмаз красила волосы бытовым красителем, который очень тяжело снять. Ну и потом у нее короткая макушка и короткая челка, с которой нужно что-то сделать. Я думаю, что по цвету я попробую убрать этот красно-рыжий оттенок. И по поводу стрижки попытаемся выделить макушку, при этом убрать волосы на шее. Нейтрализовал красно-рыжий пигмент и насытил глубоким коричневым цветом. Исходя из длины волос, решил сделать короткую стрижку. Мила, сегодня мы с вами работаем впервые, мне очень интересно взглянуть на конечный результат. Ну а сейчас хотелось бы узнать, что вы будете делать, ну и, может быть, дадите какие-то рекомендации, Эльмаз. Я тоже безумно рада, что мы работаем сегодня впервые, и спасибо вам за приглашение. Мы сегодня, я, Эльмаз, продемонстрирую сегодня простой незаурядный макияж, который, ну простой это в кавычках, как говорится, красота в простоте. Я подчеркну ее внешние данные, которые прекрасные, яблочные щечки на лице у нас имеются, ну у Эльмаз, вот. И дам несколько рекомендаций, как можно повторить этот макияж в домашних условиях. В процессе работы с Эльмаз у нас родились красные губы, которые, как по моему мнению, они дополняют ее стильный образ, над которым работала целая команда. Мы думаем, вы оцените достойно его. У нас все готово? Итак, друзья, мы подошли к финалу нашего грандиозного проекта. Итак, давайте же оценим новый образ Эльмаз. Эльвира, именно благодаря вам мы находимся сегодня здесь. Как вам результат? Ошеломляющий. Просто супер. Вам нравится? Да. Ну, мы рады. Самое главное. Лиана, вот как профессионал, скажи, как тебе образ Тизешки? Очень нравится. Вот я абсолютно с тобой согласен. Дай 5. Я почему-то всегда боялась открывать лицо. У меня была прическа, ну, всегда скрывающая. Вот, но где-то в глубине души я все-таки чувствовала, что меня вот кардинально вот так поменяют. Но сопротивлялись все равно. Да, ну очень хорошо, очень красиво. Будем стараться поддерживать. Да, но вы же понимаете, что это труд ежедневно, и вам придется прикладывать усилия для того, чтобы выглядеть хорошо ежедневно. Ну, я думаю, что вы справитесь. Спасибо большое. Ярко, стильно и благородно. Именно так я бы охарактеризовал новый образ Эльмаз, но каждый из вас волен делать вывод самостоятельно.
Пишите нам свои впечатления и отзывы под этим видео. Будем рады вашим комментариям. Присылайте анкеты на участие в нашем проекте. Пока!